первую очередь больницы и детские сады, школы, родильные дома и учреждения социальной защиты. Отопление в Бишкеке, как и во всех городах и регионах страны, в этом 2024 году подали, как и планировали, 22 октября. Во вторую очередь в жилые дома, промышленным предприятиям и учреждениям при наличии акта готовности объекта к работе в зимних условиях. Главе Кабмина Акылбеку Джапарову продемонстрировали работу ТЭЦ Бишкека совместно с мэром столицы Айбеком Джунушалиевым, министром энергетики Талайбеком Ибраевым и представителями соответствующих структур. Они осмотрели ряд объектов теплоэлектроцентрали. Отмечается, что компания TBA завершила капитальный ремонт 2 блоков. Акылбек Джапаров подчеркнул, что ТЭЦ Бишкека – один из важнейших энергообъектов страны, обеспечивающий электроэнергией и теплом значительную часть столицы, поручив усилить контроль за эксплуатацией теплоэнергетических объектов, а также текущими ремонтными работами. Там же состоялось совещание с профильными структурами, на месте были обсуждены и другие актуальные вопросы, в том числе ход подключения жилых домов, социальных и иных объектов в Бишкеке к тепловым сетям. Удобно и экономично. Школу Бишкека еще в прошлом году планировали перевести с угольного отопления на природный газ. Столичная мэрия закупила современные газовые котлы в Турции на несколько десятков миллионов сомов. Первая партия котлов поступила в августе 2023 года. Қазір күзінде суық башталды, бирок биздин мектепте абдан жылуу. Азыр өзүңөр көрүп тургандай. Саламатсыздарбы балдар? Барыңар көрүп турасыңар, баары тең көйнөкчөнү эле отурушат. Үшүбөй эле батареялардын баары жылуулук берип турат. Үшүбөй элесиңерби? Жок. Баары жакшыбы балдар? Ооба. Азаматтар. Бишкекская школа номер 98 на газовое отопление перешла несколько лет назад. Во всех классах тепло и уютно. У нас 22 октября, как только похолодало, газовое отопление включилось, так как у нас газовое отопление. 41 класс имеется, во всех классах есть отопление, тепло. Дети у нас в рубашке сидят, все хорошо. В отличие от угольного отопления, да, есть, наверное, потому что у нас в котельниках только работает 1 человек и все везде успевает. В угольных котельниках как работает, не знаем, потому что там приходится им топить же, а у нас уже прямое подключение, все чисто, даже экологию не портим, как говорится. Руководство учебного заведения показывает современную котельную. Здесь чисто и уютно. Всю работу выполняют автоматизированные газовые котлы. На всякий случай установили и угольный котел. Газовый болгонго, бул газовый котел дагы жакшы иштеп берет экен. Автоматически өчүп турат. Анан кийин свет өссө, автоматически өчөт. Күйгөндө автоматически күйөт. Эми если мурунку система менен караса, менде запистер бар, былтыркынын записи. В среднем эми күнүнө бизге азыркыда берген немез бар. Күнүнө канча куб жагышыбыз керек? Лимит бар. Ар сайын лимит берилет бизге. Ошого карап туруп, ашык эмес, кем эмес жагыш керек өз негизи. Анан ошонун эмесинен бул электронду менен биз көбөй баратса биз азайтышыбыз керек. Лимит жараша ошонун немесине чыгарабыз да. И мектептин жылуулугуна карай суук болсо көтөрөбүз, ысы баратса кичине азайтабыз. Всего в Бишкеке 97 школ. Большинство из них находится на центральном отоплении, 10 на электрическом, 18 угольном от собственных котельных, 11 газовом, 2 по купном пару. В мэрии Бишкека отметили, что для выполнения плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации сразу несколько школ перешли с угольного отопления на природный газ. В остальных школах переход на газовое отопление запланирован в ближайшее время. К слову, на один отопительный сезон по плану предусмотрено 3600 тонн угля. Между тем, на сегодняшний день МП «Бишкек Теплосеть» работает в штатном режиме, хотя работы по ремонту и подготовке к ОЗП здесь идут круглый год. На сегодняшний день все абоненты подключены к системе отопления, за исключением отдельных потребителей по причине устранения повреждений, возникших при запуске отопления или неготовности внутренних отопительных систем в многоэтажных домах или административных зданиях.
С 22 октября Бишкек-Теплосеть начал подключение наших абонентов. Это многоквартирные дома, социальные объекты, больницы, школы, садики и все остальные учреждения. На настоящий момент, а точнее сказать, к понедельнику, 28 октября, все работы по подключению были завершены. На настоящий момент все наши абоненты подключены. Ну, есть отдельные дома без отопления и отдельные учреждения. Это связано с тем, что во время подключения у них внутри зданий, внутри домов там были выявлены повреждения, то есть где-то какие-то течи были. В связи с этим они сейчас проводят ремонтные работы. Как они завершат, и эти объекты тоже будут завершены. С начала отопительного сезона зафиксировано 11 повреждений на тепловых сетях, находящихся на балансе Бишкек-Теплосети, и 5 повреждений ведомственные. Также продолжаются работы по регулировке гидравлического режима, чтобы равномерно распределить тепло потребителям. В этом году Бишкек-Теплосети провели ремонтные работы по перекладке трубопроводов капитального строительства, а также модернизации индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах. В целом, плановые ремонтные работы по подготовке к ОЗП в Бишкеке выполнены. Впрочем, в муниципальном предприятии не стоят на месте. Работы будут продолжаться по текущим ремонтам и даже в зимний период. Все работы проводятся в соответствии с планом. Ну, есть некоторые заблуждения у наших горожан, там, особенно вот последние дни поступают такие звонки, что вот у нас там батарея холодная, или там, ну, это все такое, скажем, индивидуально. Кому-то кажется, что батарея холодная, кому-то кажется, что горячая. Но основная наша задача, согласно тех договоров, которые заключены с нашими абонентами, мы должны обеспечить, чтобы температура внутри помещения была не ниже 18 градусов. Контрольные замеры показывают, что во всех помещениях температура плюс 18 и выше. Еще в сентябре 2024 года приказом Министерства экономики и коммерции с 15 сентября в Кыргызстане начало действовать временное государственное регулирование цен на уголь, которое продлится 90 дней. Оно направлено на предотвращение роста стоимости и обеспечение доступности твердого топлива для населения. В этот период установят максимальные цены на уголь, а служба антимонопольного регулирования усилит контроль за их соблюдением. Стоимость, включая НДС и налог на прибыль, установят в соответствии с перечнем, предоставленным ГП «Кыргызкоммер». В ведомстве уточнили, что в августе этого года средняя стоимость местного угля по республике составила 5929 сомов за тонну. В Токмаке твердое топливо стоит 5350 сомов, в Караколе 6583 сома, в Таласе 6383 сома, а в Джалалабаде 5000. В этом году отопительный сезон пройдет в штатном режиме, сообщают службы. Соответствующее оборудование и топливо готово.